удар током 10 тысяч киловольт. Мне нравится преодолевать себя. Я запрещала себе очень много. Какой-то человек лишает тебя твоей мечты. Я сейчас расплачусь. Если была возможность, еще раз бы так же прожила. Настя родилась нормальным, обычным ребенком, здоровым. Мы родом из Якутии, и вот когда ей было 3 годика, мы поехали туда, тоже на лето. И там недалеко от дома, на даче, стоит трансформаторная будка. И Настя, видимо, думала, что это лифт, там красная кнопка, и она нажала на красную кнопку. А там трансформаторная, это высоковольтная линия, 10 тысяч киловольт. И вот когда она нажала на кнопку, произошло замыкание, и вот у нее сразу получила удар током 10 тысяч киловольт. Я не помню. Я могу только сказать по рассказам, и поэтому, если я помню, это всегда только такое, какая я сейчас. У меня очень хорошие родители, и спасибо им огромное за то, что, не бросили меня в такой ситуации и воспитывали точно так же, не придавали никакого значения, и именно благодаря этому я, скорее всего, стала тем, кем я сейчас являюсь. Хорошая разминочка. Я помню тот момент, когда меня не пускали на уроки физкультуры, хотя я могла делать все, что делают дети, и намного лучше. Даже когда я училась в 9 классе, была мастером спорта, меня не пускали на уроки физкультуры, у меня нет аттестата по физкультуре. Очень долгое время для меня это было просто одно удовольствие. Я даже не задумывалась о том, что это моя работа или моя профессия. Это было всегда для меня моим хобби, это мое любимое дело, то, что мне нравится делать, мне нравится выступать, мне нравится тренироваться, мне нравится преодолевать себя. Все это в совокупности дало вот такой результат. Вот Настины медали, тут они не все выставлены, но самая дорогая медаль, это с Пекинской паралимпиады. Это серебро на дистанции 50 баттерфляй. В спорте я ее вижу таким человеком, который постоянно идет вперед. Она вроде такая маленькая, хрупкая, но с другой стороны постоянно, начинает первая, прыгает в воду, вылезает, можно сказать, последняя. Трудяга. Реально трудяга. И в зале, и ищет какие-то новые способы, что как лучше сделать, и с тренером постоянно советует. У меня была, так скажем, огромная мечта, просто когда ты находишься во всем этом процессе, и ты все равно мечтаешь об этом, ты думаешь, как все пройдет, как ты будешь реагировать на тот или иной исход. И все равно это была моей мечтой, с которой я просыпалась каждым днем, из-за которой я ходила каждый день, тренировалась и готовилась, несмотря вообще ни на что. Я запрещала себе очень много и тренировалась вообще в полную силу и даже больше, наверное. И очень обидно, когда просто какой-то человек лишает тебя твоей мечты. Потому что, одно дело, когда ты сам облажался, да, это твоя вина, а другое дело, когда тебе просто не позволили.
Настя, конечно, очень сильно расстроилась, потому что у нас с ней были большие планы на эти Паралимпийские игры. Но случилось то, что случилось. И когда ты приходишь на тренировку, когда мы уже понимали, что, возможно, мы никуда не поедем, и она просто выходит из воды и говорит, я не хочу больше плавать, и плачет. Ну, то есть я стояла, сдерживала свои слезы. Вся вот эта вот ситуация, которая сложилась, очень сильно ударила именно по психологической и эмоциональной части. И я пока еще не так же уверена в себе, у меня есть какие-то сомнения, мне кажется, что у меня ничего не получится. И как-то сложно все это переживать. Я сейчас расплачусь. Вот. Ну, как-то так. Я думала, что это будет моя последняя, потому что как бы уже давно и долго все это дело продолжается, и как бы я уже подустала и физически, и эмоционально. Но сейчас я не могу сказать, что я довольна всем тем, что произошло, потому что нету какой-то эмоциональной отдушки, что ли. Ну, как бы я не получила этих эмоций, и мне этого не хватает. Самое трудное то, что у меня выбили почву из-под ног, забрали вообще мой мир. И ну, это тоже мне показало о том, что ну, как бы я слишком узко мыслила, и что нужно иметь не одну цель, а несколько. И, в принципе, нужно развиваться не только там в плавании, а и в других сферах. Но при этом, при всем, как-то ну, все это грустно очень. Звезда Настя. Наша звезда. Я учусь не потому, что мне это нравится, а потому что я хочу быть лучше себя сегодняшней. И вот эта вот ситуация, которая сложилась с Рио, она мне показала то, что я умею только плавать и больше ничего. И я не хочу быть из тех спортсменов, которые после плавания не просто ну, как бы не знают, чем заняться. Я люблю экстремальные виды спорта, там сноуборд и сноуборд. Вот. И не знаю, мне нравится там всякие безумства делать, там прыгать с парашютом, заниматься еще какой-то такой деятельностью. Я не знаю, почему я это делаю. Может, мне не хватает каких-то эмоций, да, или адреналина. Я бы очень хотела открыть свою школу, и чтобы она была не как обычная школа для плавания, а чтобы спортсмены, которые будут в моей школе тренироваться, у них была возможность ходить на различные другие занятия, например, как йога или тот же, не знаю, бокс, ну, какие-то другие направления. Я все больше и больше выхожу в люди. Вот. И мне было бы удобнее использовать протезы, потому что когда там, в сумке лежит телефон, и я его не могу достать, мне как бы это не нравится. И протезы мне бы в этом очень сильно помогли именно в какой-то бытовой части. Я думаю, было бы проще в плане того, что было бы найти легче спонсоров или людей, которые бы помогли мне в этом вопросе. Даже тот же самый Паралимпийский комитет не оказался бы в такой сложной ситуации и помог бы мне с моим же протезом. Вот. А так как сейчас ситуация сложная вообще в принципе во всей сфере, и как-то даже не знаешь, куда обращаться.
нету такого ощущения, чтобы я там гордилась своими результатами или еще что-то такое. Просто, наверное, действительно есть такое чувство неудовлетворенности. И вот если бы прямо сейчас мне сказали, что все, я бы не расстроилась, я бы не жалела о потраченном времени, там, потому что это, наверное, была такая яркая жизнь, то что как бы мне не о чем жалеть. Это было настолько интересно, настолько захватывающе, столько всего происходило и хорошего, и плохого, то что, ну, как бы такая жизнь, и я бы, наверное, если была возможность, еще раз бы так же прожила.